Фестиваль ГТО, турниры по настольному теннису, шахматам и стритболу, а также футбольный турнир памяти Станислава Дементьева. Как Кырмыскалы отметили праздник всех, кто занимается спортом на профессиональном и любительском уровне. Зимой на коньках, летом на роликах. Зимой на... Короче, как когда? На лыжах, летом на скакалке. Физкультура – это жизнь. Физические нагрузки – непременная составляющая здорового образа жизни. Физкультура во всех ее проявлениях – это не только красивое подтянутое тело, но и хорошее самочувствие, бодрость духа и залог активного долголетия. Ежегодно в районе проводится свыше 100 комплексных спортивных мероприятий для жителей всех возрастов. Тем или иным видом физических нагрузок занимается сегодня около половины населения района. И этот показатель все время растет. В немалой степени этому способствует политика популяризации спорта среди населения. С этой целью регулярно проводятся различные зрелищные мероприятия, строятся спортивные площадки и открываются секции для детей разных возрастов. В результате спортсмены нашего района успешно выступают на республиканской и всероссийской арене. Здесь можно отметить и команду по лапте, мужскую сборную. На данный момент они являются обладателем Кубка России по лапте и мини-лапте, которые проходили в 2020 году. Также можно отметить воспитанников Сулейманова Радика Ильясовича по тхэквондо ГТФ на проходящем недавно буквально в Казани, в городе Казань, первенстве Европы. Были заняты призовые места. Денис Шарипов является победителем первенства Европы в своих номинациях. И также еще есть воспитанники по смешанным единоборствам Дениса Хасанова, который и Оскарович Бердин, который также участвует во всероссийских соревнованиях, тоже имеет свои достижения. Возможность тренироваться в меру сил есть практически у каждого, было бы желание. По статистике, среди главных причин своей пассивности большинство людей называют нехватку времени и средств. Но если вдуматься, это не более чем отговорки. Для того, чтобы поддерживать себя в форме, покупать дорогой абонемент в фитнес-центр совсем не обязательно. Есть группа женщин, уже все мы на пенсии, еженедельно ходим 3 раза в неделю в ФОК, занимаемся. У нас есть свой инструктор. У нас около 20 человек, которые постоянно ходим. Физкультура не требует там всяких больших финансовых сумм, я бы сказала. Главное, желание нужно человека. На территории физкультурно-оздоровительного комплекса взрослые и дети прошли испытания в выносливости, силе и гибкости по установленным нормативам. Согласно результатам, все участники к труду и обороне готовы. Интересный факт: для молодежи ГТО – это не просто способ испытать себя. Имеющиеся знаки отличия у абитуриентов являются преимуществом при поступлении в высшие учебные заведения, а обладатели золота могут получать повышенную стипендию. Во второй половине дня празднование Дня физкультурника продолжили в Прибельском. Команды активистов сразились в футбольном турнире памяти Станислава Дементьева и сыграли в волейбол.